Наконец-то Якутию накрыли первые осенние дожди, а это значит, что лето потихоньку подходит к концу, и прямо дачи зацвели своими красивыми цветами и плодами. В это утро мы начинаем здесь, на Вилюйском переулке 13 километра. Меня зовут Полина Долинская, это программа «Подворье», программа, в которой дачники и огородники делятся своими секретами о том, как выращивать и ухаживать за цветами и разными плодами. В этом мне сегодня будет помогать вот такая прекрасная помощница. Ее зовут Юля. Привет. Не стесняйся. Ну ладно. Юля мне помогать сегодня не будет. Мы приехали к бабушке этой прекрасной девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Александровна, рассказывайте, вот. показывайте вашу прекрасную дачу. Минутку, вот. Так, как? Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про свой дачный участок, про свои цветы. Что у вас тут растет красивое? Ну, вот так скажу, что мы этот участок приобрели 8 лет назад. Ну, был немножко он запущенный, начали осваивать. И вот здесь, на этом вот, ну, если мы начинаем с цветочков, то на этом месте росли хвойники, елочки росли. И смородина такая вся запущенная. И я решила, мы все-таки пенсионного возраста, и я решила, что мы на этом месте сделаем дикоросное поле, потому что на то время мы путешествовали, в лес выезжали. Нам очень нравилась якутская природа. И вот мы начали немножко привозить сюда якутских цветов. И вот я вам покажу, вот они. Очарование якутское – это маки. Это, вот мы выезжали на Булус. Вот, по дороге мы заехали, вот они желтенькие, беленькие. По дороге мы заехали на какую-то полянку. Мы, наверное, за грибами свернули в лес. Она была полностью усеяна этими маками. На тот момент у них уже были коробочки семян, и я собрала эти семена. И вот я их посадила, и сейчас они у меня растут по всему огороду, и они радуют с самой ранней весны до поздней, вот до осени они будут один за другим, вот новые появляются. Получается, вот. одни отцветают, вот, другие расцветают. Да. И они уже начали завоевывать. Потом мы... как автотур 3 машинами, два УАЗика, и я на своей, я за рулем, муж у меня не водит машину, и мы поехали во Владивосток. Не с Владивостока, а во Владивосток, просто вот так. И по дороге мы заезжали, отдыхали, смотрели природу, и там в лесу мы увидели вот это чудо. Это потом уже по интернету я узнала, что это бузульник. Он в Якутии не растет у нас? Ну, похоже, что нет. В лесу, в природе его нет. Это вот как бы вот тот, ближе к Хабаровске, наверное. Получается, дальневосточный. Дальневосточный, ага. И он стал моей гордостью, он разрастается. Я уже отростки раздаю, чтобы он размножался, не уходил куда-то в небытие. А как вот отростки вы раздаете? Вы с корешком? С корешком. Они прямо вот будут семена. И вот видите, уже здесь есть корешок. Вот он корешок. Я его выкопаю, и он даст... в следующем году вот такие же цветы. Ну, сначала 1, потом 2, потом целое. Потом, что еще мы с леса? Фиалочки. Это колокольчики? Это колокольчики тоже дальневосточные. Они тоже были на какой-то из полянок, а еще среди них есть фиолетовые. Как бы они фиолетовые цвели, а это уже второй круг цветения. Было облако из них, просто облако. Плохо, ну, отовсюду. А вот это что за красивый цветочек? Я такой никогда не видела. Вот это аквилегия. Ну, ее я вырастила из семян, но есть и вот там она синенькая, основательница. Это многолетники? Всех. Это многолетник, он сам растет. Вот это тоже аквилегия. Это, получается, она уже такая самая, да. Уже ее пик цветения. Да, все, она уже отцветает. Даже я прям удивилась, что она так
долго цветет. И получается Всё. разные цвета, желтый, Все буквально есть. разные, синенькие, вот и синенькие весной ранние отцветают, прям красота вот эта вот клумба. Дельфиниумы вместе с грибами. У вас и грибы тут растут? Нет, поганочки вон выросли. Это не видела, если честно. После дождя сразу. И вот это, ну, дельфиниумы отцвели, тоже очень красиво цветут. Очень жаль, ну, вот такая пора, к нам надо пораньше приезжать. Конечно, потому что... Вот это у вас, получается, многолетники это или уже... также Нет, садовые нет, нет, цветы? это уже горшечная культура. Это вот я начала только в этом году. Вот это вот мы сделали вот такой вид, такие муж сделал полочки, вот эти, как их, зацепы. И я уже посадила. Это уже семенное. Вот это один корешочек. Он тоже такой вот. Один такой? А это петунья, да. И вот там, если посмотреть, всего лишь один корешочек. Ну так, не видно, конечно, она так. Вот, ну, Прям такой и шапкой. все лето вот она вот прям вот красавица радует. Ага, У так вас на что участке даже лилии растут. лилии, да, вот как Саранки. это Сардана. сараны, а сарданы отцвели. Вот они большие были, трехэтажные тоже. А что вот это такое? А это семена. Они падают и вырастают, падают и вырастают. И я просто говорю, вот пошел дождь, и очень хорошо. Заодно и поливка как Ага. раз. И вот такие азиатки. Азиатки, оказывается, тоже цветут у нас на Вилюйском. Как переносят нашу Вот, температурную? вот так перезимовали, и, пожалуйста. Вы их не выкапываете на Нет, зиму, нет, оставляете? нет, А я землю накрываете, может быть? Нет. Нет. И так воспитываем. Кто бы мог Ну, вот подумать, лилии, оказывается, вот у это нас. вот, это лилии, это вот лилейники. Но лилейники как-то вот уже второй год у меня пытаются зацвести, но еще не показали своей красоты. Все, вот вдалеке у нас кусты малины. Уже выше забора поднялась. Плодоносит, все дает хороший урожай. А какие плодово-огородные культуры вы выращиваете здесь? Вот если плодово-ягодные, я так скажу, вот черемуха, вот посмотрите направо. Давайте там посмотрим, вот, потому вот что сейчас как смотрите, раз самый пик. черемуха уже можно кушать, она вкусная. Черемуха, посадили красную черемуху, посадили черемуху Ой, какая она сладкая. с фиолетовыми листочками. Потом у нас рябину, вот тоже вы видите. Яблоня в этом году зацвела, ну, немного, не пышно, но все-таки показала свой цвет. А вот Две для яблоньки. яблони именно в наших суровых климатических условиях нужны ли какие-то особый уход? Буквально нет. Нет, я вот ее даже подрезала вот немножко, чтобы она у меня смородина. Смородина черная, красная, охта, Ой, это я так жимолость. понимаю, ваш уже урожай. да, Это этого вот года? отпала. Мне было очень жаль, что она вот не удержалась. Мы не углядели, она упала у нас, ну, пришлось вот так Закрутки уже этого года? вот. Этого года, конечно. Вот начались такая пора, что начались закрутки, начался сбор урожая. Вот мы потом посмотрим помидорчики свои с грядки. А вот ваших домочадцев любимые какие овощи? Ну, я думаю, что помидорчики. Помидорчики, вот мой сын вот эту баночку может за раз скушать. Его зимой вот просто это вот любимое его такое вот компотик из своей смородины. Это там уже моя- своя, да? А как вы его Наверное. варите? А вот два стакана ягоды. Два стакана Два ягоды. стакана ягоды на 3-литровую банку, Мгм. стакан сахара, кипятком закрываю. Все. А, и все, и то есть она настаивается. Да. И она, А потом через какое время уже можно ее пробовать? ну, я думаю, что можно и сейчас пробовать, но и мы как-то сейчас еще можно свою. Кстати, мы будем смотреть наш якутский виноград, нашу смородину. Конечно, Вот. пойдем сейчас. Чеснок, грядочка чеснока. Ой, так я что думала, для... это лук. Нет, это чеснок для аджики. Вот это аджик уже я кручу. То есть у вас в аджике своего все, и чеснок, да. и помидоры. Ну вот
кабачки пока еще не кручу, потому что вот это выставочный экземпляр. Все-таки еще морковка должна подрасти. Не вся морковка такая. Кабачков очень много, и как бы это уже излишество. Огурчики. Огурчики вот уже с патиссончиками. Патиссон у вас А еще сейчас растет. патиссончик принесу, я в минутку. Хорошо. Вот такие патиссончики вот для закатки. Они Ой, как, какие они красивые. они как грибочки. Вот так вот. Угу. НЛО. Вы, получается, Так. все лето, да, здесь проводите? А это, получается, полгода мы здесь живем, Мгм. поэтому стараемся как-то немножко. И банька у нас уже появилась. Ну, надо внешний вид ей придать. Мгм. Слив небольшой есть, по крайней мере, горячую воду мы греем. Ну, такие сейчас удобные вещи продают же. Мы так в этом доме мы спим, здесь мы гостей принимаем и кушаем. Это как летняя Это веранда у летняя вас, да? кухня, да, веранда. Вот здесь мы зайдем потом. А Ну, не вообще на без- даче как вас когда приезжаете, когда В конце апреля. в конце Как апреля? свет дают, у нас не круглогодичный пока свет, ну, что Мгм. будет, наверное. И поэтому, как только дадут свет, мы здесь Отапливаетесь дровами? дровами. И нам нравится. Когда мы покупали этот дом так, бревна, как это называется, бревенчатый, Мгм. хороший домик такой, не будем его никогда сносить. Но там стоял камин. Но камином протопить невозможно, это же все вот так. А камин был красивый. И все-таки ради своего ну, Комфорта. комфорта приходилось обогревателем. Прям, это же воздух не хватает. Вот это. Мгм. И вот, и мы решили снести камин и поставить хоть неказистую, но печь. И она нас очень хорошо спасает. Многие задаются вопросом, что же растет у нас в Якутии. Из наших предыдущих выпусков мы узнали, что, оказывается, в Якутии можно выращивать яблоки. Но и это не все, потому что вот у Галины Александровны растет виноград, наш якутский. Пойдемте посмотрим. Так, вы вперед. Так, эти кусты уже ушли. Так. Ой, гляньте, погляньте. Вот с этой стороны нужно, наверное. Видно? Вот так. Вот такие вот гроздья. Ой, какое. Как-то особенно ухаживаете за смородиной? Да, ну, обычный уход, обычный уход. Ну, химикатов стараюсь не применять. Вот так. Я вот смотрю, у вас полный куст, он весь с плодами. Да. Какая красота! Действительно, можно это называть нашим якутским виноградом. Ну, хочу сказать, что когда мы купили этот участок, видимо, старая хозяйка большое внимание смородине уделяла. Очень большие урожаи мы снимали с того, это вот я уже пересадила сюда с того участка смородину. Прямо мы 10 и более ведер. В этом году нет такого урожая смородины. Вот это, хотя они такие хорошие гроздочки, но Малинка уже у вас поспела. Малиночка, да. Детишки приезжают. Ой, какая она вкусная. Я извиняюсь. это Нет, тебя. не, кушайте, кушайте, кушайте. Ой, А пока. какая сладкая. Вы говорите, когда покупали этот участок, он был немножко в полуразрушенном состоянии. А чем руководствовались? Вам было как бы просто хотели приобрести именно дачное такое себе угодье? Да. Или что-то вот конкретно повлияло на ваш выбор? Повлияло рождение внука. Не, у нас когда-то была дача, но потом, ну, по каким-то обстоятельствам нам пришлось ее продать. На Пристанской она была. И мы долгое время не так
Вот лесные прогулки. Родился внук, мы стали внука вывозить в лес. Ну, в лесу хорошо, но где-то надо присесть, отдохнуть. прилечь. И вот мы стали, вот дорога по Вилюйскому тракту очень хорошая, и мы как-то начали сюда с ним выезжать, вот именно из-за хорошей дороги. Заезжать в лес, туда-сюда. Потом заглянули на дачки. Потом мы знакомые здесь у нас имели дачи и имеют. И а давай мы купим, а давай мы купим. Купили. Ну вот, А сколько сейчас внуку лет исполнилось? 12. Уже помогает? В строительстве принимал участие? Ну, а что строил, что верандочку вот мы переделали только. Эту кухня полностью здесь была завалюшка новая. Не, он помогает, он в это лето они с другом приезжали, прямо они вот что мне сделали. Они спилы отшлифовали и Площадку такую и сделали, вот это да? и покрасили. Они отшлифовали мне вот эти вот круглые, это вот поддоны под цветочки, и их сами красили. Они молодцы, они в это лето мне хорошо помогали. Так, А вы потом а их отблагодарите своими конечно, вкусностями, конечно. соленьями. Вот, ну вот перчиками, я говорю, перчиками хочу похвастаться, по хвостушке раз начались. Хвастайтесь, всё. хвастайтесь, Вот, обязательно хвастайтесь. Смотрите, какие перчики растут у нас на Вилюйском. Ой, так вы их даже подвязываете от того, какие тяжелые. Да, все растет, если немножко потрудиться. У перцев у вас есть какие-то приоритетные сорта, которые вы стараетесь вот каждый год высаживать? Нет, я экспериментирую. И вот то, что я хвалюсь, это уральский сорт, как бы моя невестка мне дала семена. И вот уже 2-й или 3-й год я их сажу. Хочу сама взять с него семена. Но не получается пока довести до такой. Вот повязала, чтобы не срезать. А вдруг поспеет? Не знаю. Помидоры у вас такие, Помидорчики, красивые. да. Полная тепличка. Мгм. Там детский уголочек, помидорчики вот такие маленькие, они любят, сами приезжают и срывают. И они, попробуйте, какие они сладенькие. Разного сорта маленькие вот эти. Я вот этот Ага. маленький хочу попробовать. И вот они разные, и другой вот попробуйте. Прямо сладкие. Ароматные, Мгм. как ягоды. Да. Поэтому дети их любят. Очень вкусно. Как бы сильно мы ни мечтали о дожде, все-таки он нас загнал вовнутрь. Галина Александровна пригласила нас к себе в свой гостевой домик. А мой супруг приготовил для нас манник. Он сам стряпает. Сейчас мы его и будем пробовать. Манник или муж? Нет. Будем пробовать. Так, вот такой у нас в прошлом, мы когда 2 года назад мы построили это, внутри еще ничего не делали, все прекрасно, ой, хотела заменить цветочки, забыла, ну ладно. Нет, замечательно. Все прекрасно, печь можно. На газу у вас работает? А, Нет, электрическое? электричество. Все, пожалуйста, вот здесь мы моем посудку, все у нас благоустроено. Даже на Вилюйском можно себе упростить жизненные условия. Захотеть, Да. урожай, смотри, сколько там урожая у тебя. Урожай мы смотрели уже, вон там еще баночки уже. Это у вас дозревает, Печка, да? вот тоже очень хорошая печь. Прям чудесно. Чуть-чуть дровишек и уже тепло. Минимум.
Она получается Эко- как эко- печка с этой очень- стороны, она у вас как Да, обогрев идет, да? да, вот такую. Мы решили, что не загромождать пространство там как большой печью, а вот такая печь достаточно хватает до осени, нам осенью где-то или весной ранней У вас такой погреться. стол, у вас вся семья здесь собирается. Все, у нас 10 человек. Вот 10 человек? Да, 4 внуков, дочь и сын. 10 Вот человек. мы все здесь 10 человек. помещаемся, кушаем. Здорово. Главный повар, как я уже говорила, у 7 нас по лавкам, все сидят. да? Сафроний кормит нас, Мгм. вкусные супы готовит всё нам, все вкусное. Он сам с Болгарии, болгарин, с Молдавии, умеет готовить национальное блюдо. Он нас манджей угощает, кавермы стряпает. Ага. И даже маленький. Опор. Так, и сейчас мы ставим... Можно включить уже чай? Да, конечно. Он включил, он горячий. Горячий мы сейчас подогреем. готов. Мгм. Давайте, И ага, попьем чаек пока. Кружечки. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Увидимся с вами в программе «Подворье» в следующих выпусках. Bum, 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 bum.